На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вирусам тут не место. Специалисты подразделения РХБЗ Минобороны России продезинфицировали помещение и прилегающую территорию Абхазского государственного университета. Прения не состоялись. Наш репортаж с заседания суда по делу об убийстве Анзора Тарба. Нельзя, чтобы дети были предоставлены сами себе. Научно-практическая онлайн-конференция «АПЕЙПШ» собрала более 400 участников. Начнем с официальной хроники. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжаня с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, реализация проектов инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Аслан Бжаня благодарил руководство Российской Федерации за помощь, оказываемую нашей стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Во встрече приняли участие первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России Алексей Филатов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Единогласно депутаты парламента Абхазии проголосовали за выделение 2 миллионов рублей из бюджета Народного собрания на лекарства и расходные материалы для медучреждений. Соответствующее постановление вступило в силу сразу после голосования. Деньги выделены из 340 статьи расходов, предназначенной для прочих затрат: приобретение канцелярий, расходников для компьютерной техники, покупки ГСМ и запчастей к служебным автомобилям, а также на типографские расходы. В бюджете на 2020 на эти расходы было предусмотрено почти 12 миллионов рублей. Мы, депутаты, в течение вот этой последней недели, полторы недели, мы решили выделить из своего бюджета, из различных статей, все, что возможно было выделить. Может быть, небольшая сумма, но 2 миллиона. Мы согласовали, мы все вместе об этом говорили, мы такое решение практически приняли. По инициативе, опять же, нашего председателя комитета, он является и доктором, это Джинджоля Алхаса Владимировича, было предложено поехать в Гудаутский госпиталь, с инспекцией, выяснить положение, что происходит у нас с коронавирусной инфекцией на территории Абхазии, в частности, и в частности в Гудаутском госпитале. И там была у нас беседа, встреча, где были озвучены все насущные проблемы, необходимые расходные материалы для работы, лекарства, какие необходимы для госпиталя, для работы госпиталя. И в процессе обсуждения нашими же коллегами, как единогласно, на тот момент там была достаточно представительная группа депутатов, родилось такое решение, что из собственного бюджета мы выделим некую сумму для приобретения расходных материалов. В связи с распространением на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19 и постоянной потребностью в приобретении медикаментов, расходных материалов и средств индивидуальной защиты в целях поддержки пациентов ковидного госпиталя на базе Гудаутской ЦРБ, Сухумской инфекционной больницы, Сухумской городской клинической больницы и других медицинских учреждений, Народное собрание, парламент постановляет использовать средства из бюджетной сметы Народного собрания парламента Республики Абхазия за 2020 год в объеме до 2 миллионов. Почему до 2? Потому что каждый рубль, каждая копеечка будет отмечена, все будет отчитано, все будет до 2 миллионов рублей на оказание поддержки по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, на приобретение медикаментов и расходных материалов для Гудаутской центральной районной больницы, Сухумской инфекционной больницы, Сухумской городской больницы, клинической больницы и других медицинских учреждений. В инфекционной больнице Сухума 28 октября введен в эксплуатацию дизель-генератор. Теперь в медучреждении осуществляется бесперебойное снабжение электричеством, сообщает пресс-служба администрации столицы. Это будет обеспечено за счет автоматического запуска генератора при отключении электричества. Все наши аппараты кислородные
они на электрическом питании. Это не проточный кислород, а именно вот электрические, после отключения они перестают работать. И представьте себе состояние больного, которому это нужно, и в момент выключения, в каком он состоянии находится. Естественно, это ухудшает и качество лечения, ну и все остальное. Вот. Были у нас такие случаи несколько раз, вот выключали на какое-то время. Естественно, в этот момент наши больные ухудшались до включения, потому что, соответственно, перестает работать, перестает подача кислорода. Помимо этого еще лабораторное оборудование, оно же все тоже практически, многие анализаторы электрические, и работа тоже останавливается. Помимо этого, освещение, отопление, кондиционирование и все остальное. Безусловно, облегчает, безусловно, тем более на носу у нас холодная погода, зима, осень поздняя, тем более, наверное, чаще будут выключать свет, и тут, как говорится, как раз очень-очень было необходимо, и слава богу, благодаря главе города, заму, они буквально в течение нескольких дней нам организовали это все. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, 29 октября продезинфицировали помещение и прилегающую территорию Абхазского государственного университета. Всего военнослужащие обработали более 65 тысяч квадратных метров различных поверхностей, зданий, помещений и дорог, прилегающих к университету. В мероприятиях обработки принимают участие 30 военнослужащих подразделений РХБЗ Черноморского флота и задействуется 11 различных автомобилей РХБ защиты. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования. Работы ведутся уже 9-й день подряд. Всего за время пребывания российскими военнослужащими в республике было продезинфицировано более 500 тысяч квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей и дорог общего пользования. Абхазия рассчитывает на запуск Сухумского аэропорта в 2023 году. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью РИА Новости. «Я уверен, что этот проект будет реализован, и как в добрые советские времена воздушное сообщение между Сухумом и Москвой будет налажено. Это возможно реализовать. Мы это реализуем. Это займет несколько лет, 2-3 года. Мы хотели бы, и для нас это было бы успехом, если мы аэропорт запустим в 2023 году», сказал Бжания. Президент Абхазии 28 октября принял участие в открытии грибного комплекса в Подмосковье. В городском округе Электросталь состоялось торжественное открытие крупнейшего грибного комплекса «Торговый дом Богородские овощи», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам руководителя ведомства Андрея Разина, участие в торжественном открытии грибного комплекса руководства Абхазии связано с интересом экономического сотрудничества с Подмосковьем и установлением деловых контактов с крупными инвесторами и руководителями региона. Хотелось бы увидеть, как это выглядит в реальности, потому что мы страна с развитой аграрной сферой. Хотелось бы дальше ее развивать. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали современные предприятия, отметил Аслан Бжания. Перенять опыт, пригласить российских инвесторов к нам в Абхазию с тем, чтобы нечто подобное построить у нас на территории, уточнил президент Абхазии. Миграционные процессы. Вторая группа прибывавших в Абхазии граждан Узбекистана, состоящая из 299 человек, возвращена на родину чартерными рейсами из Сочи, сообщает газета АЗ со ссылкой на оперативный штаб МИД Узбекистана. Первая группа, в которую вошли 19 человек из уязвимых слоев населения, была возвращена на родину 9 октября железнодорожным транспортом. Продолжаются переговоры с российской стороной касательно организации репатриации оставшихся в Абхазии граждан Узбекистана через территорию России. В ближайшее время ожидаются следующие чартерные рейсы из Сочи. В конце сентября МИД Узбекистана сообщал, что около 400 узбекистанцев, находящихся на территории Абхазии, обратились к дипломатам с просьбой помочь им вернуться на родину. Прения не состоялись. На 29 октября были назначены прения по делу об убийстве Анзора Тарба, однако суд был вынужден их перенести. Обо всем по порядку Элеонора Гилаян.
В зал судебного заседания не явились представители Генеральной прокуратуры, но прислали письмо. В документе за подписью исполняющего обязанности генерального прокурора Дамира Квицения говорится, что, учитывая большой объем материалов дела, а также загруженность гособвинителей, связанную в том числе с участием в суде кассационной инстанции Верховного суда по уголовному делу о похищении Ирины Дойче и убийстве Дмитрия Озган, а также исполнение других обязанностей, для составления мотивационной речи прокурорам необходимо больше времени. Прокуратура запросила перенести прения сторон на срок не ранее 3 ноября. Сторона потерпевших, адвокаты Арифа Адзенба и Автандил Чкадуа, поддержали текст письма Генпрокуратуры. Адвокат подсудимых Джикерба и Чедия Аида Барциц заявила, что процессуально проведение прений сторон невозможно без участия гособвинения, а значит, мнение стороны защиты не может быть иным, кроме как перенести заседание, оставив саму дату на усмотрение суда. Ее коллега, адвокат Нина Курсая, заявила, что считает действия прокуратуры намеренным затягиванием судебного разбирательства. Напомним, что также на прошлом заседании гособвинение попросило не закрывать судебное следствие, так как ими готовится рапорт об установлении родства между подсудимым Адгуром Аутлевым и Омаром Мерцхулава. Судья Инар Кварча принял решение перенести прения сторон на 3 ноября. Элеонора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ. Второй день продолжаются поиски жителя села Кутолла Чимчирского района. 28 октября в этом селе вышел из дома и не вернулся Тапагуа Джон Мурманович, 1981 года рождения, сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение об исчезновении человека поступило на пульт дежурного МЧС в час ночи. Сотрудники пожарно-спасательной части города Чимчира, поисково-спасательного отряда Центра «Пламя» и кинолог МЧС Абхазии с поисковой собакой незамедлительно выехали к месту поиска. И до раннего утра прочесывали сельские окрестности. Однако найти следов гражданина Тапагуа не удалось. 29 октября поиски Джона Тапагуа продолжились. Помимо спасателей в поисковой операции принимают участие и пожарные ПСЧ МЧС Абхазии, сотрудники РОВД МВД Абхазии по Чимчирскому району, а также волонтеры из числа местных жителей. Наука и образование. 28 октября ректор АГУ, академик Олег Угварами, принял участие в работе международного онлайн-семинара, проходившего в честь 95-летнего юбилея патриарха советской и израильской алгебраических школ, доктора физико-математических наук, профессора Бориса Плоткина. Семинар длился более 3 часов. В этом году в нем приняли участие около 70 ведущих алгебраистов и логиков из разных стран мира. Были заслушаны 2 обзорных доклада известного израильского алгебраиста Ильи Рипса и американского математика Ефима Зельманова. Участники конференции ссылались в том числе и на работы Олега Алексеевича Гварами. Ученые высказали необходимость проведения семинара по универсальной алгебраической геометрии. Олег Угварами предложил провести ее в Абхазском государственном университете, если эпидемиологическая обстановка позволит, что было с воодушевлением принято участниками семинара. Участники тепло поздравили Бориса Исааковича Плоткина с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. Нельзя, чтобы дети были предоставлены сами себе. Более 400 педагогов, руководителей школ и чиновников от образования принимают участие в научно-практической онлайн-конференции «АПЕЙПШ», организованной Министерством просвещения и языковой политики Абхазии. В течение 3 дней ведущие специалисты России в области образования представляют своим абхазским коллегам доклады на актуальные для педагогов темы, в том числе переход на онлайн-образование, гибридные уроки, банальные способы вовлечения школьников в учебный процесс во время карантина. Подробнее расскажет Надежда Боровикова. 28 октября стартовала научно-практическая онлайн-конференция, организованная Министерством просвещения и языковой политики Абхазии для руководителей школ, педагогов и участников просветительской деятельности из всех районов республики. Во второй день конференции только в Сухуме в ней участвуют 220 человек. Из них 20 слушают лекции совместно в актовом зале вспомогательной школы, остальные участвуют из дома. Выступала, первый спикер, которая очень интересно провела семинар-лекцию, как же все-таки взаимосвязь онлайн-обучения и практические наши уроки, классические уроки. И на сегодняшний день четко проговорила наш спикер о том, что даже на сегодняшний день опыт показывает, что
они тоже против онлайн-обучения. Но когда есть вынужденная мера, оно должно быть смешано. Это значит наши обычные классические уроки и к дополнению онлайн-уроки дистанционного обучения. Как можно это в практике применить и как мы можем педагогов подготовить по дистанционному обучению. Директор второй школы имени Пушкина Ирина Павирскер осознает важность дистанционного обучения, хоть и понимает также все негативные стороны такой формы образования. Раз мы столкнулись с такой ситуацией, совсем оторвать детей от школы, чтобы они были предоставлены сами себе, неправильно, считает Ирина Павирскер. На примере нашей школы, не скажу все учителя, но большее количество как-то держит связь с детьми. Но в начальной школе, конечно, большая ответственность ложится на родителей. И так как у нас сейчас пока нет образовательной платформы именно в Абхазии, но как министр нам представил вчера, эта платформа в результате пока в процессе разработки. Это, я думаю, необходимое все-таки образование такое, потому что в таких экстремальных форс-мажорных обстоятельствах нужно воспользоваться. Другой вопрос, что нет гаджетов современных у большей части педагогов, и не все родители это могут обеспечить. Среди докладчиков эксперты в области образования, педагоги, психологи, диетологи, авторы инновационных программ и методов в образовании. Каждый слушатель из Абхазии может задать свой вопрос докладчику через модератора из Министерства просвещения. Например, семейный психолог, психоаналитик Артем Забалуев отвечает на вопрос Ирины Кокоскир. Один вопрос поступил от Ирины Кокоскир. Как вы смотрите на гендерный аспект воспитания в школах? Мальчишкам чаще повторять приходится. Мальчишки более, на мой взгляд, более оригинальные в подходе к решению каких-то задач. Но они также и такие мощные, агрессивные захватчики, но они не готовы сидеть на одном месте, им надо постоянно куда-то завоевывать территорию. То вверх, то вниз, то вперед и так далее. С ними немножко сложнее бывает, но интересно. А потом у меня был опыт работы в смешанных классах, и мальчики, и девочки. Приходилось и так, да, по-разному варьировать. Мне нравится фраза Кащенко, если помните, такой психиатр был, он говорил о том, что не дети должны подстраиваться к педагогу, а педагог должен подстраиваться к каждому ребенку. Сегодня мне понравилось выступление спикера, которая говорила о том, что можно проводить онлайн уроки в виде презентаций, в виде каких-то исследовательских работ, и когда одна исследовательская работа может совмещать несколько дисциплин. Даже она привела пример по поводу, скажем, мы учим детей печь булочки. И тут же мы вспоминаем химию, мы вспоминаем состав булочек, мы вспоминаем историю, откуда взялась мука и так далее. То есть несколько дисциплин мы совмещаем в одном. Мы не можем онлайн научить ребенка писать, но мы можем научить его читать, мы можем научить его сочинять, рассказывать. Научно-практическая онлайн-конференция об актуальных проблемах современной педагогики продлится 3 дня и завершится 30 октября масштабным обменом выводами и впечатлениями. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. Спортивные новости. Воспитанник абхазского футбола Леон Сабуа, выступающий за клуб «Краснодар», вышел на матч Лиги чемпионов в игре с лондонским «Челси» в среду 28 октября. В Абхазии с нетерпением ждали выхода на поле своего соотечественника на самом престижном клубном турнире в мире. «Краснодар» и «Челси» выступают в группе «Е». До очной встречи команды провели по одной игре и обе сыграли в ничью. Полузащитник Краснодара Леон Сабуа дебютировал в российской премьер-лиге 24 октября в игре со «Спартаком». В первом же матче за свой клуб он забил гол, завершив результативную атаку Краснодара. Футбольная команда инвалидов-ампутантов Махачкала выиграла международный турнир «Кубок Победы», завершившийся накануне в Сухуми. За победу в турнире боролись 6 команд из Абхазии, Южной Осетии и России, городов Махачкала, Нижний Новгород, Барнаул и Кемерово. Дагестанцы выиграли все 5 матчей турнира, набрав 15 очков и заняли первое место. Второе у команды Апсны, третьими стали спортсмены из барнаульского «Динамо Алтай».
Внимание, телезрители Абаза ТВ. Из-за выхода из строя передающей станции на Гудаутской телевизионной вышке вещание нашего канала временно не осуществляется в городе Гудаута и Гудаутском районе. Предпринимаются оперативные меры к устранению технического сбоя. Мы будем информировать вас об изменении ситуации в этом направлении. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в пятницу 30 октября в республике переменная облачность. Ночью и утром местами возможен дождь. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 15, днем до 23 градусов. Температура морской воды до 20 градусов. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире.